Когда уже 4-й космонавт, казахстанец, полетит в космос? Потому что с последним Аймбетовым у нас очень большой разрыв получился, точнее уже сейчас 10 лет, нам сколько ждать? Еще больше, чем до этого? На самом деле вы правильно говорите, космическая отрасль в первую очередь связана с полетами космонавтов. Не зря же 12 апреля является Международным днем полета человека в космос. Даже это в рамках ООН, это официально закреплено. И у нас есть космонавты, наши батыры, можно сказать. 3 космонавта наши сделали 5 полетов, 5 научных программ. Для чего летают космонавты туда? Для того, чтобы делать научные исследования. Есть некоторые исследования, которые невозможно в земных условиях делать. Нужна минимальная гравитация, мы говорим. Практически в отсутствие гравитации необходимо делать определенные исследования. И все 5 полетов были подкреплены этими исследованиями. 6-я программа у нас нашими учеными сейчас готовится на сегодняшний день. И также мы ведем переговоры со странами, которые могут отправить нашего казахстанку или казахстанца в космос. Но на сегодняшний день стоимость полетов, она очень высокая, и мы переговоры не прекращаем. На сегодняшний день появляются частные компании, в особенности компания Axiom со SpaceX, они там организовывают дополнительные полеты. Китайская Народная Республика тоже сейчас, у них своя станция есть, тоже полеты организовывает. Мы ожидаем, что в тот момент, когда необходимость наших исследований будут на том уровне инвестиций, которые мы можем оплатить полет, тогда это решение будет. На самом деле, на сегодняшний день мы эти переговоры в 2 направлениях работы ведем. То есть сейчас все упирается только в деньги? Не только в деньги. На сегодняшний день прям таких задач наполнения полного, чтобы мы оплатили определенные, огромные инвестиции, чтобы сделать эти инвестиции, эта программа тоже полностью не завершена. Это 2 составляющие. Должна быть конкретная программа завершенная, которой уже необходимо проводить эксперименты в космосе. Также и финансирование полета космонавта. Ну и немаловажный фактор, кого мы отправим. Вот вопрос, кого мы отправим? Тянется ли молодежь сейчас в космонавтику? Хотят ли летать? Готовы ли выходить в космос? Или сейчас у нас нет такого рвения и желания, как это было раньше, с детства мечтали стать космонавтами? Мне кажется, желание многих полететь в космос, оно никогда не будет угасать. Конечно, ну а на деле есть как интерес. мы это видим? На деле, если мы будем выбирать космонавта, мое мнение личное и, в принципе, я думаю, вообще мнение отрасли, необходимо делать большой конкурс, чтобы у каждого жителя нашей страны был шанс полететь в космос. Если такая программа состоится. Молодежь на самом деле идет в космос, рвется в космос. Но при этом развитие нашей отрасли на сегодняшний день на таком уровне, что нам все время нужны хорошие инженеры. И наши предприятия в поисках инженеров постоянно встречаются, дополнительные меморандумы подписывают, встречаются с выпускниками технических вузов, чтобы они приходили в космос. Космическая отрасль, она очень интересная отрасль. Там ставятся очень большие амбициозные задачи, которые очень интересно решать амбициозным инженерам. После того, как если выпускник технического вуза к нам приходит, к сожалению, те знания академические ему недостаточно, чтобы сразу стать специалистом. И я хотел сказать, что это не в критику высших учебных заведений. Любой вуз, который они закончат, с дипломом они сразу специалистами не становятся. У нас есть своя программа у каждого предприятия, которая дополнительно готовит, дают наставника год-два, дополнительное обучение, дополнительная сертификация. В случае создания спутников этот человек должен еще допуск получить, сертификацию получить. За счет этого мы готовим специалистов уже внутри, готовых специалистов. В дальнейшем, конечно же, мы формируем отделы или департаменты технические таким образом, чтобы, если кто-то будет уходить, чтобы молодежь подхватывала. Мы стараемся возле опытного одного специалиста 2-3 молодых держать.
То есть, если резюмировать, у нас сейчас отправлять пока некого, упирается все многое в деньги, и пока у нас нет даже такой необходимости, да, в каких-то таких исследованиях из космоса. Правильно я поняла? Да, вы правильно говорите, но я бы не сказал бы акцент только на деньги ставить. Я думаю, здесь акцент надо ставить в первую очередь на космические исследования и на переговоры международные, потому что международные переговоры со странами, которые отправляют в космос, могут быть таким образом, мы можем договориться, что вопрос денег, либо большая скидка, либо какие-то там договоренности на других возможностях могут быть.